То есть город на территории нынешнего Владикавказа основан не при Екатерине генералом Потемкиным и не в 1774 году. Ну да. Мы не знаем, как он назывался, но ему около 2000 лет. К сожалению, мало что известно, но тем не менее находки блестящие, даже в тех небольших работах, которые нам удалось провести. Кстати, с 1961 года памятник стоит на стороне федеральной охране, но это никого не смущает. Стали строить телевидение. Кстати, в этом году там со студентами, которые проходили практику, там обнаружили первое в истории Осетии, Зильдинское городище не дало этих жилых сооружений. Здесь первое жилое сооружение, к сожалению, нам не... Это вот первое здание, что называется, на территории Владикавказа, где-то 2 век нашей эры. Нам, к сожалению, не удалось его доследовать, нам запретили.